На ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Парад и череда наград. Награждено публичное акционерное общество «Татнефть» имени Шашина. Как республика отпраздновала День нефтяника, расскажет Дмитрий Аринин. Между жизнью и смертью. Помочь получить этот статус семьи именно погибшего военнослужащего. Как в Татарстане хотят узаконить пропавших на войне, выяснял Рамиль Шайдуллин. Чтобы стало чище не только на земле, но и под водой. Стеклянная бутылка пустая. На Всероссийском экологическом субботнике на Голубом озере побывал Сергей Хайдаров. Чем запомнился фестиваль «Музыка вокруг нас»? В материале Эльмиры Шаймардановой. Целой россыпью торжественных мероприятий фонтанировал сегодня День работников нефтяной и газовой промышленности. В Татарстане отрасль стала одной из основополагающих около 70 лет назад с открытием месторождений черного золота. Сегодня главные гуляния развернулись в нефтяной столице республики Альметьевске. Праздник совпал с Днем города. Со всеми эмоциями Дмитрий Аринин. Таким парадом на таких платформах в Альметьевске отпраздновали свой двойной праздник. Театрализованное действие охватило период от Волжской Булгарии до наших дней. Коллектив же флагман нефтяной промышленности Татарстана «Татнефть» Рустам Минниханов сегодня наградил высшей наградой республики – орденом за заслуги перед республикой Татарстан. Ранее ни одному предприятию эта награда еще не вручалась. Награждено публичное акционерное общество «Татнефть» имени Шашина. Сейчас, несмотря на нестабильность на мировых рынках, нефтяные компании Татарстана стабильно показывают достойные результаты. Так в этом году добыто около 15 миллионов тонн нефти. Это немногим больше, чем ранее. История многих семей Юго-Востока Татарстана связана с нефтегазовой отраслью. Каждый раз, посещая Альметьевск, мы видим, как преображается, хорошеет наша нефтяная столица. Успехи нефтяников благотворно отражаются на всей социальной сфере. Так сегодня в Альметьевске после капитального ремонта открыли детскую поликлинику и новый учебно-лабораторный комплекс колледжа, как его называют, будущего Татарстана. Здесь с помощью 8 лабораторий и новейшего промышленного оборудования будут готовить специалистов для машиностроительных предприятий. Еще сегодня Рустаму Минниханову показали отремонтированный каскад прудов Альметьевска, что теперь будут радовать горожан и гостей. И здесь детские аттракционы, музыкальные площадки и большой скейт-парк. Сюда можно с детьми приходить, с семьей гулять, развлекаться, время проводить. Сегодня праздник, настроение отличное, спортивный дух. Праздник отлично организовали, приглашали. Спасибо нашим руководителям. Сейчас перед нефтяниками Татарстана стоит доселе неподъемная задача – добыча 4 миллиарда тонн нефти. На пути к этому, как говорят, ставка будет делаться на новые технологии и высококвалифицированных специалистов. А в завершении сегодняшнего праздника в Альметьевске концерт российских рок-звезд, Би-2 и ночные снайперы, и традиционный салют. Дмитрий Аринин, Фуат Гасим, Булат Шафигуллин, ТНВ, Альметьевск. Почти 1,5 миллиона квадратных метров жилья построили в Татарстане к концу лета. Это 70% от плана. Как сегодня в Доме правительства доложил глава Минстроя, почти все соципотечные объекты находятся в высокой степени готовности. При этом Ирик Файзуллин напомнил о соблюдении техники безопасности при работах. Мы со снижением идем по смертельным случаям. Я прошу внимательно отнестись. Значит, еще достаточно времени надо провести в этом году на строительных площадках. В Татарстане собирают единый реестр данных пропавших без вести на полях сражений, причем не только Великой Отечественной войны. Сегодня в России День воинской славы. Именно в этот день, в 1945 году, был подписан акт о капитуляции Японии. 180 тысяч татарстанцев до сих пор числятся пропавшими без вести в Великую Отечественную. Почему так важен единый реестр и почему так сложно его сформировать, разбирался Рамиль Шайдуллин. Наша история была. Видел папу, но никогда его так не называл. Отца на войне Фирдаус Абзалов потерял еще младенцем, тогда и стал сыном погибшего в войну. Им до 16 лет еще выплачивали специальную пенсию. Еще тогда бабушка была жива, мать отца
Мы с ней вместе делились эту пенсию пополам. Но после этого вот больше никаких льгот нету. Вслед за смертью кормильца семья Абзаловых получила похоронку, но тысячи других семей фронтовиков до сих пор не знают о судьбе отцов. Они и по сей день в числе пропавших без вести. Почти 350 тысяч татарстанцев официально остались на полях сражений в Великую Отечественную, но потомки примерно половины из них сегодня не имеют ни прав, ни признания, потому что по бумагам их деды не погибли, а пропали вместе со всеми правами. Пока человека не признали погибшим, дети его не имеют права даже на дополнительную пенсию. Вступиться за детей участников войны решил Союз ветеранов Татарстана, создав единый реестр пропавших без вести. Сюда собирают заявки от детей фронтовиков, их сейчас уже 4000. Из них около 2000 это дети, то есть дочери, сыновья. Право получать льготы им дает постановление правительства номер 142 за подписью президента России. Заявки на признание пропавших на войне погибшими продолжаются. Документы можно принести прямо в музей. В декабре их отправят на рассмотрение в Российский союз ветеранов. Рамиль Шайдуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Помогает составлять реестр пропавших и поисковики. Нижнекамский отряд на этой неделе отправился в Сычевский район Смоленской области. Их проводила и наша съемочная группа. Их цель – поиск и опознание безымянных солдат, погибших во времена Второй мировой войны. На этот раз экспедиция поисковиков направилась в Сычевский район, где проходила вторая Ржевско-Сычевская наступательная операция, также известная как «Марс». Наши войска понесли очень большие потери, очень много штрафников там тоже полегло. Вот. То есть в самой деревне, вот Арестова, там есть захоронение, на данный момент там числится, это как общая могила, 9058 человек, из них только 4500 почти, они неизвестны. Нижнекамский отряд более 10 лет помогает в опознании и увековечении солдат и офицеров, погибших во времена Великой Отечественной войны, в поиске родственников бойцов, чьи личные вещи были найдены в братских могилах. В предыдущем походе были подняты останки 116 человек. Работы велись в деревне Щукино Смоленской области. Здесь участвовало 46 поисковых отрядов. На этот раз из Нижнекамска выехали 20 новичков. Молодежь обучается у старшего поколения, у кого у них принимать опыт, потому что все-таки люди, которые уже ездят более 10 лет и могут отличить кость от дерева, подсказывают молодежи, как вот тоже это научиться, как находить, как искать. По традиции к вахте памяти присоединились и журналисты. Помимо основной задачи, их цель – снять все самое интересное на камеру. Вернется поисковый отряд 17 сентября. Светлана Звонарева, Анастасия Попова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск. Вспышку нового заболевания животных выявили в Татарстане. Ветеринары столкнулись с узелковым дерматитом крупного рогатого скота. Об этом Марат Ахметов доложил Алексею Песошину. По словам главного агрария республики, болезнь менее опасна, чем птичий грипп, но приносит огромные экономические потери. Вирус передается через укусы насекомых. Животные теряют массу и молочную продуктивность. Эта же болезнь охватила ряд областей к югу Татарстана. Сейчас здесь ограничили ввоз скота. Марат Ахметов рассказал и о ходе уборочной. Убрано уже 70% зерновых. По республике повсеместно прошли разной интенсивности дожди. Эти осадки, они несколько сдерживают нам темп уборочных работ, но в целом они, кстати. Сегодня самая популярная в мире криптовалюта биткоин установила новый исторический рекорд. Курс превысил $5000. В это время в Татарстане появились сразу две идеи, связанные с криптовалютой. И если первая научит людей экономить, то вторая может перевернуть агроотрасль. Реальные возможности виртуальных денег оценил Рамиль Шайдуллин. Что корова ест, где спит и когда гуляет, это можно узнать в любое время дня и ночи, просто через смартфон. Авторы проекта Meatcoin затеяли революцию на мясном рынке. Их деньги от английского meat, мясо, и coin, монета, целиком привязаны к говядине. Один биткоин – это 30 стейков, приготовленных по технологии сювид. То есть это уже готовый стейк, который можно будет приобрести там, в ресторанах, в кафе, у наших партнеров. Давний IT-разработчик Антон объясняет, как это работает. Информация о мясе, продавце и покупателе хранятся в одном массиве или блокчейне. Это аналог кассовой книги, только защищенный шифром и искусственным интеллектом. Искусственный интеллект берет данные с блокчейна, их обогащает, взаимодействует с ними. Тем самым получаем некий дополненный интеллект, который позволяет работать с данными.
как валидатор уникального контента. Интеллект машины помогает не беспокоиться ни о качестве мяса, ни о курсе валют. Авторы уверяют, мясным деньгам не страшна инфляция, ведь пусть деньги и виртуальные подкреплены натурально, считая это плюсом криптовалют. А вот так подобные валюты проникают в реальный мир. В Татарстане заработало такси, начинающее принимать токены, электронные деньги, которые тратятся, а потом снова накапливаются. Поездка, где баллом правят баллы. Владелец первых в республике такси с новой системой оплаты говорит, что в их машине можно даже заработать. Когда вы едете, у вас есть немного свободного времени, да, за это время вы можете посмотреть, допустим, какие-то рекламные ролики. Вот, соответственно, за просмотр этих рекламных роликов вам будут начисляться токены. Токены – внутренние деньги такси. Пока это дополнительная опция, но клиенты уже начинают экономить, а таксисты все больше доверять приложению смартфона. Но сможет ли его IT-интеллект заменить человеческую прозорливость? Возможно, покажут первые зайцы. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Иннополис, Казань. Вкусный плов и интересные конкурсы в эти минуты в Москве. У мемориальной мечети на Поклонной горе столицы идут гуляния, приуроченные к празднованию Курбан-Байрама. Накануне в столице был рабочий день, и поэтому празднование перенеслось на выходные. Традиционно празднуется главный мусульманский праздник 3 дня подряд. Сегодня в Москве уже с обеда мусульмане и все, кто хочет приобщиться к празднику, собрались у мемориальной мечети. Многие пришли с детьми. Для детей была организована развлекательная и образовательная программа. Угощением стали 3000 порций вкуснейшего плова. Очень уютное место, музыка, люди, видно, что хорошее настроение. Приятно видеть очень много знакомых. Я считаю, это очень хорошие традиции и надеюсь, что в будущем это будет продолжаться. Охота на охотников. Буквально пару часов назад в республике открылся охотничий сезон. И сразу же в рейд отправились сотрудники Росгвардии и Охотнадзора, чтобы проверить, все ли идет по закону. Как искали браконьеров и почему на охоте каждый сам за себя, расскажет Салават Мухаммадуллин, который буквально полчаса назад вернулся с рейда. Леса республики. У их обитателей сегодня черный день, начало охотничьего сезона. На защите местных уток, кабанов и лосей Росгвардия и Охотнадзор. Так как дело приходится иметь с оружием, в рейде участвует и ОМОН. Наблюдение идет по всему кругу. Что ускользнет от глаз пилотов, то должны увидеть пассажиры. Конечно, над некоторыми водоемами виднеются рыболовы сетями, но им сегодня повезло. Охота идет на охотников. Первые подозрения вызвала палатка в поле Рыбнослободского района. Таких гостей охотники точно не ждали. С телевидением прикольно. Я думаю, военные действия, что ли. С собой оружие и патроны, но главное, все документы в порядке. За открытие одну рюмочку можно же, правильно? А вот это уже запрещено. За охоту в нетрезвом виде конфискация ствола. Однако обоймы у потенциальных нарушителей оказалось не тронуты. Значит, и преступления нет. Пока. Браконьеров не видел. Просто слышал выстрелы, примерно в том направлении. Штук 10 выстрелов было. Штук 10, да. Такую наводку на своих же дают коллеги-охотники. Всего их в республике 42 000. Зарегистрировано оружие в 2 раза больше. За нарушение правил оборота оружия там до 2000 рублей. Если человек там вовремя, конечно, оружие не продлил, не переоформил, то там уже идет вплоть до конфискации оружия. Охоту испортили, все. Мне 70 лет, и даже не даете отдохнуть спокойно. На вертолетах летаете, да? А эти жалобы уже от любителей пострелять из Алексеевского района. Сезон охоты сегодня начался в 17:00. В 16:45 дичь уже под прицелом. Но стрелять из лодки не запрещено. Чего не скажешь об охоте в стиле сафари из машины. Более 9 уголовных дел в настоящий момент. Из них по 6 уже принято решение. Это не только там условные сроки, но и лишение права заниматься охотой. Всего инспекторы облетели сегодня 6 районов республики. Грубых нарушений найти не удалось, однако это были лишь первые часы сезона охоты. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сантальцев, ТНВ, Татарстан. Чтобы чище стало не только на земле, но и под водой, сегодня на Казанском Голубом озере стартовал Всероссийский экологический субботник. Волонтеры и представители общественных организаций вооружились не только мусорными мешками, но и аквалангами. Вместе с ними к субботнику присоединился и наш корреспондент Сергей Хайдаров.
Разбитые бутылки, мусор от продуктов питания и даже старый диван. Приехав на Голубое озеро, мы не ожидали увидеть такое количество мусора на берегу. Чтобы наводить чистоту, на Всероссийском эко-субботнике встретились десятки волонтеров. Сегодня становится чище не только на земле, но и под водой. Прямо сейчас в Голубом озере очисткой дна занимаются сразу 4 аквалангиста. Очищать дно озера задача не из легких. Аквалангистам приходится делать перерывы каждые полчаса, чтобы набрать кислород в баллоны, ну и элементарно согреться. Ну а после снова вниз. Результат работы аквалангистов себя долго ждать не заставил. Улов был уже в первые 30 минут работы. Чей-то сланец. Так, стеклянная бутылка пустая. Таких находок сегодня было немало. Жемчужина столицы республики оказалась завалена мусором. Сегодня все участники экологического субботника могут не только очистить территорию, но и выиграть ценные подарки. Ведь каждый мешок обменивается на лотерейный билетик. Свою удачу решил испытать и я. Это ваш лотерейный билетик. Удачи вам. Спасибо. Дополнительная мотивация для участников – заслуга организаторов эко-субботника. Навести порядок можно, но для того, чтобы его поддержать, проще всего не мусорить. В этом году в рамках санитарно-экологического двухмесячника в Республике Татарстан на уборке территории вышло свыше 1 миллиона татарстанцев. Что это значит? Это значит, каждый 4-й татарстанец, он уже вышел и убрался. Хорошо поработав, можно и хорошо отдохнуть. Завершением субботника стал творческий концерт и розыгрыш призов для участников. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ «Казань». Музыка вокруг нас. Сегодня фестиваль молодых исполнителей поставил финальную точку. Вот уже 4-й год фестиваль проходит при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. А сегодня состоялось уникальное событие. Премьера оперы «Под открытым небом». В Свияжске ее увидела и Эльмира Шеймарданова. Третий завершающий день фестиваля «Музыка вокруг нас» удивил бывалых меломанов оперой «Под открытым небом». Сегодня в естественных декорациях, которые создал сам Бог, мы будем показывать оперу Олега Рахманинова, оперу Моцарта «Бастиен Бастиена». Потрясающая атмосфера. Ребята с удовольствием каждый год сюда приезжают, делают проекты, занимаются все лето, чтобы это случилось. Премьера без традиционной сцены и пригласительных билетов. Кстати, вход на фестиваль совершенно бесплатный. Фоном для оперы Олега стало синее небо и минимум декораций. Оперу Олега Сергей Рахманинов написал в 19 лет. Это был его дипломный труд и первое сочинение, которое принесло композитору славу. Первый исполнитель главной партии Федор Шаляпин. Потому вдвойне трудно было работать над образом молодому баритону из Татарстана. Она очень такая трогательная, такая страстная, эмоциональная. Роль достаточно для меня новая. В основе оперы поэма Пушкина «Цыганы». Трагическая история любви, либретто которой написал мэтр театральной сцены Немирович Данченко. Есть, безусловно, свои сложности исполнения на открытой площадке, на открытом воздухе, но в то же время есть свои плюсы. Фестиваль «Музыка вокруг нас» начался 30 августа, в День Республики, и после 3 дней концертной программы в Казани завершился в Свияжске. Это не просто концерты, а культурно-образовательный проект с открытием новых имен и талантов. Эльмира Шеймарданова, Амир Залюшев, ТНВ, Свияжск. Телеобъектив «Глазами семьи». Сегодня в рамках проекта «В объективе ТНВ. Большая семья» в страну развлечений попала семья Валиевых из Усад. За день родители и 8 детей успели нарисовать свою семью, погрузиться в водовороты аквапарка, а еще повидать Деда Мороза. Но все это увидели не только мы, а еще и начинающий видеоблогер Федор. Полная версия отдыха уже в понедельник. Серебро, которое дороже золота. Единственный представитель Татарстана в сборной по УШУ улучшил медальный зачет России на Универсиаде 2017. Татарстанец Ильяс Хуснутдинов стал серебряным призером в Тайбэе. Золотую медаль с небольшим перевесом баллов выиграл спортсмен из Поднебесной Ли Меннань. Нашего спортсмена в Казанском аэропорту встретили друзья, родные и журналисты.
30 градусов жары сегодня было в Татарстане. Лето пока не спешит покидать наши широты. Впрочем, синоптики прогнозируют, что осень в этом году будет ранней. Уже на следующей неделе температура понизится до 15 градусов тепла. А в ближайшие часы возможны дожди и грозы. Перепутал осень зимой, видимо, и Дедушка Мороз, который сегодня присел отдохнуть у центра семьи Казан. Дедушка Мороз, вам не жарко? Добрые люди мороженым угощают, пока держу. Все яркие события этой недели, неожиданные повороты и уникальные кадры в нашей традиционной субботней рубрике «В сети». Та-да-да-там, та-дам! Юбилейный выпуск рубрики «В сети». Уже целых 50 выпусков с новостями интернета. Именно в честь этого прекрасного события 30 августа был организован большой праздник, который завершился с салютом. Ладно, шучу. 30 августа – День Республики. И каждый год организаторы стараются придумать что-то новое для жителей. Но одно остается неизменным. Это салют и люди, которые его снимают на видео. Друзья, ну объясните, зачем? Вы хоть раз пересматривали это видео с салютом? Мне кажется, что оно хранится у вас до тех пор, пока память на телефоне не закончится. И потом этот салютик плавно удаляется из вашего гаджета. Так что, друзья, задумайтесь. Также в честь праздника перед центральным стадионом сконструировали целую трассу, по которой какие только машины не раскатывали. Это вот полицейские машины. Мне понадобится 3 сотрудника, подсказывает мне главный редактор. Вот сейчас мы их видим на экране. На расстоянии примерно 1 метра. Очень круто. Но это еще что? Они еще прокатились на 2 боковых колесах. Они приветствуют зрителей и почетных гостей мероприятия. Не, ну понятно уж, что это каскадеры, но ведущий объявил, что это действующие сотрудники полиции. Были бы все сотрудники с такими навыками, тогда каждая погоня в городе напоминала бы сцену из фильма «Форсаж». Здесь у нас были и мотоциклы, и, конечно же, КамАЗ-мастер. Многие уже заметили, хотя невозможно было не заметить, что в этом году праздник Курбан-Байрам совпал с Днем знаний. 1 сентября. И в преддверии этих праздников я наткнулся на вот такое видео. Их так много, причем непонятно, куда они все идут. Праздновать 1 сентября или на Курбан-Байрам. Спать я лег простым мальчишкой, а проснулся школьником. Будем мы усидчивы, прилежны, старательны, и тогда пойдет учебы просто замечательно. Не плачьте, детишки. Всех с праздником. Байрам белен, дуслар. Все вы, наверное, были в музее восковых фигур. Ну, там, где стоят копии известных людей, персонажей по всему миру. И многие, наверное, задавались вопросом, как же можно попасть в этот музей в качестве экспоната? Есть, друзья, ответ. Готовы? Хайп. Много хайпа. Нужно много хайпа. А у кого в Казани много хайпа? У нее и у нее. У этих 2 казанских красоток. Казанские близняшки попали в музей восковых фигур. Так что, друзья, кто жаловался, что не может с ними сфотографироваться, теперь у вас будет такая возможность. Но остались же еще в Казани романтики. Провинился, надо попросить прощения. Но прощен будет только тот, кто сделает это более креативно и, самое главное, романтично. И вот он, друзья, наш победитель. Ребята, как нужно извиняться. Заказал спецтехнику и с букетом цветов поднялся к ней. Не знаю, что именно он ей там сказал, но она его простила. Парни, что нам нужно извлечь из этой ситуации? Что не надо обижать девушек. А то спецтехника нынче не дешевая, и просить прощения очень дорого выходит. А сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «В сети с президентом». У Рустама Минниханова на этой неделе в Инстаграме немало прикольных фоток. Например, вот с Михаилом Турецким. Также он прокатился на старом советском автомобиле. С улыбочкой, конечно же. Кстати, именно в его Инстаграме казанцы могли увидеть шоу полицейских авто в центре города. Потом были различные вкусности домашнего приготовления. И вот по следующей фотографии можно понять, для кого все это готовилось. Для мамы нашего президента.
Ну и, конечно же, здесь фотографии школьников и первоклассников. И вновь с прошедшим Днем знаний. Вот это спортивное событие обсуждал весь мир. Не было людей, которые не знали о том, что состоится бой Макгрегора с Мэйвезером. Неизвестно пока, сколько человек точно посмотрели этот бой, но через нелегальные трансляции этот бой увидели 3 миллиона человек. Еще один крутой момент – это билеты на этот поединок. Один пользователь выложил билет в сеть. Посмотрите, какой он классный. И он стоит около $4000. И, кстати, если кто не в курсе, но, думаю, таких точно нет, Мэйвезер победил. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе. Первое место, как ни удивительно, бой Макгрегора с Мэйвезером. На второй строчке расположился День Республики. Ну и также в топе День города, День Казани. Еще раз, друзья, всех с прошедшими праздниками. На этом сегодня все. Пишите, комментируйте, присылайте свои новости. Короче говоря, будьте в сети. Пока! И у нас тоже на этом все. Далее прогноз погоды. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска 21:30. Всего вам доброго. Татнефть поздравляет всех нефтяников с профессиональным праздником. Наша благодарность ветеранам, стоявшим у истоков становления нефтяной промышленности, сегодняшнему поколению тружеников компании и всем, кто вносит достойный вклад в развитие отрасли. Желаем здоровья, новых достижений в труде, стабильности и благополучия в жизни. Карим Тинчурин. Последняя пьеса. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Сохранять ноги в прекрасной форме мне помогает тонизирующий гель для ног «Лошадиная сила». Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. Открытие сезона в Театре оперы и балета. Премьеры «Пиковая дама», «Ромео и Джульетта». Спешите увидеть шедевры мировой классики с участием звезд мировой сцены. Вдохновитесь грандиозными постановками. Ждем вас! Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте! В начале выпуска интересная информация. Вы хотите заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работает быстро и качественно. Сделайте заказ сейчас и получите бонус, комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. «Данил Мастер», город Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, теплая и комфортная погода сохранится и в предстоящие сутки. На юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево без осадков. Ночные температуры повысились до плюс 16, днем около 25 градусов выше нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также тепло. Ночью плюс 14, днем 24 градуса. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске ночные температуры плюс 13, днем будет ясно и 26 градусов. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе облачная погода с прояснениями. Ночью плюс 13, днем плюс 23.
На юго-западе, в Болгаре, в Буинске и Дрожжаном ночью ясно, плюс 13, днем облачная погода с прояснениями и 22 градуса. В центральных районах республики также будет тепло, ночью плюс 14, днем около 23 градусов. В последующие дни ожидаются осадки, температуры понизятся. ЖК «Приволжский» — это кирпичные дома на берегу реки Волга, индивидуальное отопление, качественная чистовая отделка. Торопитесь, скоро сдача. Телефон в Казани 561 08 81. ЖК «Приволжский». Качество по разумной цене. Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра Казани. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. Успей купить квартиру в готовом доме по цене строящегося. Телефон в Казани 561 08 81. О погоде в столице. Ночью в Казани плюс 13, плюс 15, днем переменная облачность, без осадков и 21 градус тепла. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.